Евроремонт. Как не отбрыкивались власти нашей страны от проведения европейских игр, тем не менее, 17 июня зажженный в Риме огонь доберется до нашего города. 3 мая он начал свое путешествие, нарезал круги по Республике Беларусь, начиная с начала мая. Советую посмотреть фотографии, просто загуглить европейские игры и увидеть, как сидят ткачихи в городе Витебске, и прямо вот они работают, и через цех спортсмены несут римский огонь, уникальные кадры. Вообще много мест, которые... Это, наверное, по такой спирали движется этот огонь в наш город. Ну и сам город, столько всяких маленьких изменений. Вон под окнами урчат трактора, ездят самосвалы, заделываются дырки в асфальте. Видно, что город по-серьезному готовится принять гостей европейских игр. Поэтому мы пригласили гостя, ресторатора Вадима Прокопьева. Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте. Чтобы узнать, насколько город готов в контексте ресторации, питейно-развлекательных заведений вообще принять европейские игры. И ассистировать мне будет миссис Каверзный вопрос Марина Гуляева. Марина, здравствуйте. Здравствуйте. Вадим, ну сначала вот общий такой вопрос. Город вообще готов принять европейские игры? Слушайте, ну мы начнем называться городом, когда мы не будем готовиться к таким датам. Когда будем просто жить своей жизнью, а таких дат будет больше, например. Да? Что с европейскими играми? О чем вообще разговор? Всем известно, что приедут меньше людей, чем на хоккейный чемпионат. Бренд менее раскрученный, европейские игры. Разумеется, все равно это вызывает некоторую суету, ажиотаж и оживление в провинции. Вот. Что еще можно сказать? Конечно же, любая история, когда к нам приезжают толпой, даже маленькой толпой, это хорошая прививка. Вот. Будь это международный турнир в Нью-Васюках или европейские игры, или женщины делают укладки, да, вот, улицы подметают, фасады приводят в порядок. Заведения ждут прибыли. Заведения ждут прибыли, но, видите ли, вспоминая хоккейный чемпионат, действительно можно отметить, что был некоторый ажиотаж, во всяком случае, в центральных ресторанах, и никто против такого ажиотажа возражать не будет, особенно среди владельцев заведений. Сейчас мы не ждем такого. Да? Мы занимаемся рутинными делами, пытаемся выучить 2 слова по-английски, и, в общем, не опозориться перед соотечественниками, не думая вообще про заезжих гостей пока. Скажите, пожалуйста, Вадим, вы упомянули слово «провинция», некое оживление в провинции, то есть Минск – это провинция? Ну, конечно, да, и, в общем, я надеюсь, вы понимаете иронию, но, конечно, несмотря на всю нашу заявленную численность населения, мы живем, конечно, по законам провинциальным, это видно по всему, и, в общем, как только мы перестанем оглядываться на другие столичные города и приобретем собственное лицо, вот тогда и можно будет провозглашать нас каким-то крупным городом или столичным. Пока что мы живем, в общем, в режиме образцового агрогородка. Да, и ничего с этим особенно не происходит. И каждый раз, затаив дыхание, ждем какого-то чемпионата или какого-то события, или какой-то конференции ОБСЕ. Ну, а в общем... Повторяю, по-настоящему городом мы станем, когда мы не будем этого ждать. Когда здесь будет джазовый фестиваль, какой-нибудь кинофестиваль, желательно крупнее листопада. И, в общем, эти события как-то закрутятся. Да? Но пока этого не происходит, мы рады всему. Вообще, дети Олимпиады, или даже если они появляются, это тоже хорошо. Давайте, если позволите, я озвучу несколько цифр для того, чтобы наши слушатели имели представление о том, что всего предполагается продать 190 тысяч билетов на европейские игры. По данным на 23 мая продано 60 тысяч билетов. Ожидается 30 тысяч туристов, хотя на чемпионате мира по хоккею было 80 тысяч туристов.
Город действительно готовится, потому что так называемый безвиз с 10 июня по 10 июля будет возможность въехать в город без визы, специальные пункты пропуска на границах, специальные пункты пропуска в аэропорте, вот, второй международный фестиваль искусств и так далее, и так далее. То есть я бы хотела сказать, как вы полагаете, оценивая вот эти события в нашей провинции, как вы говорите, ну все-таки что-то происходит, город извлекает какие-то уроки? Ну, конечно, перестаньте. Но вообще, даже после хоккейного чемпионата все немножко расслабились и перестали воспринимать чужаков как опасность. Да? Я имею в виду на таком национальном уровне. Да? Я прошу уточнить, а как это было? Воспринимали как опасность? Как это было? Если послушайте, мы живем довольно долго в режиме осажденной крепости, несмотря на весь безвиз. В общем, государственная риторика мало поменялась. Все равно мы остаемся недоверчивыми, подозрительными. Боимся и делаем. Да, боимся и делаем. Но мы делаем. В действительности, безвиз хорошая штука, что-то отрицать. Прекрасная штука безвиз. 30 дней без виза лучше, чем 5. Свобода лучше, чем не свобода. И можно так сказать, что в прошлом году, опять же, по поводу безвиза, 100 тысяч человек воспользовались этим безвизом. То есть, если за год приехало 100 тысяч, а на европейские игры приедет 30 тысяч. То есть это все-таки... Мы должны еще трезво понимать, что это очень мало. Европейские игры или какой-то фестиваль, мы пока что вообще очень жиденько выглядим по въездному туризму. У этого есть две причины. Если говорить про европейские игры, то это, конечно же, не самый сильный, не самый раскрученный бренд пока. Но уже хорошо. Это объяснимо, да? То есть это объяснимо. А вторая причина, разумеется, Минск пока еще остается загадкой для европейского туриста или вообще для туриста. Вот как справиться со вторым, на мой взгляд, гораздо интереснее дискуссия, чем обсуждать, в принципе, европейские игры. С европейскими играми все понятно. Приедет 30 тысяч человек, если нам повезет. А остались ли в этом городе интересные места для стареющего идальго, где не пахнет агрогородком, но не так тоскливо, как у хипстеров? Где наш уголок Парижа? Где пестро, непредсказуемо, непринужденно, чтобы все стили и сословия на одном перекрестке, чтобы молодые и не очень, чтобы на одном пятачке бывшие гангстеры и суровые КГБшники, чтобы оппозиционеры и чиновники, чтобы модницы и городские сумасшедшие клошары и проститутки сошли все вместе. Это, это припадок графоманства. А что за цитата? Автор мы узнали, да. Это ваша цитата. Я хотела... Из меня, из раннего. Ничего подобного. Это ваша цитата была... из позднего. Конечно, из позднего. Это буквально там 2 недели назад. Теперь давайте... я подписываюсь под каждым словом. Давайте предположим, что вот это будет переведено в какой-нибудь Нью-Йорк Таймс. Какой-нибудь Нью-Йорк Таймс. А также все то, что вы говорите... Нью-Йорк Таймс в обморок не упадут. От того, что какой-то провинциал мечтает о местном Париже. Навидались они там в Нью-Йорк Таймс на таких провинциалов. Нет, я просто хочу сказать, что вот если это будет переведено, если это будет прочитано тем, кто владеет хотя бы русским языком, то, собственно, вот ваши, даже не 5 копеек, а более солидная купюра, вот этот негативный образ имиджа Минска, она уже вложена. Слушайте, на негативном образе можно долго ездить, да, можно в конце концов сделать целую легенду из Ли Харви Освальда, и никто не потрудился. Просто потому, что он был женат тут на Марине и ходил куда-то на скучную работу. Потом ему не понравился выбор в ГУМе, и он запросился на выход. Вопрос остается, конечно, как это советские органы выпустили Марину вслед за ним, да, и что она делала в аргентинском посольстве, но тема другой дискуссии, конечно. Вообще, конечно... Нет. Просто я хочу сказать, вы последовательный критик городской культуры Минска. Последовательный критик. Потому что мне душно, да, конечно. Я бы хотела сказать, вот это все в отношении того, что куда податься стареющему идальго, я так понимаю, вы имеете в виду самого себя, и что вот нет и этого, и этого, и этого. А ваше заведение, как вы характеризуете ваше заведение с этой точки зрения? Без всякой скромности, как искусственные такие пакеты чужой жизни, да, образования, которые не вписываются в общую картину и в то же время вписываются в общую картину. В любом случае, они, наверное, я хотел бы надеяться, не похожи на другие заведения. Не знаю, может быть, я себя сам обманываю. Кстати, у меня такой вопрос есть. Вот если бы у меня заезжий на европейские игры гость спросил, знаю ли я вообще, есть ли в этом городе рестораторы, то я бы сказал, конечно, есть. И назвал бы я, что Вадима Прокопьева. Но спасибо, но парочку еще есть. Да? Если бы, да, и вот я хотел спросить, во-первых, есть ли другие? Я, кстати, думал, а почему вот я знаю только одного ресторатора. Потом понял, что это бренд
Потому что если там посмотреть в Google картинки, то я увижу аристократа конца 19 века. Слушайте, остановитесь. Это череда случайностей, это стечение обстоятельств. Случайности, не случайно, знаете или нет? Я просто выпиваю и не молчу. По разным поводам, да, тем уже успел надоесть. Да. Но в городе еще есть рестораторы? Перестаньте, конечно, да. 3, 4, 8 еще интересных людей есть, наверное, которые занимаются тем же ремеслом и хорошо занимаются. Вы знаете, я хотела бы привести вам, буквально вчера специально я разговаривала со своими знакомыми поляками, которые были в Минске не далее, как в субботу. Не далее, как в субботу. И у них была возможность прогуляться по Забицкой, которую вы назвали улучшенной сельской дискотекой. Вот. Разбогатевшей. Да. И у меня был достаточно длинный разговор, потому что они впервые приехали. Они приехали с предубеждением в Минск. Они приехали и вернулись в абсолютном восторге. У них не было возможности, конечно, познакомиться там широко с достопримечательностями города, хотя у них был экскурсовод, который им показал им, что было здесь, что было там и так далее. Но если говорить именно о ресторанном сервисе, его фраза звучит дословно следующим образом. Я бывал во множестве баров, а они гуляли до 6 часов утра, и он сказал следующее, что нормальный город. Я чувствовал себя так, как чувствовал себя в других городах Европы. Сервис точно такой же, доброжелательность такая же. Веселиться вы умеете. Хотя цены, он сказал, что практически такие же, как в Варшаве, но, может быть, на 10% дешевле. Я просто хочу сказать, что и это не первое мнение, которое я слышу, во всяком случае, со стороны поляков, которые приезжают с предубеждением и возвращаются в восторге и приезжают снова, потому что им нравится. Мы имеем дело с синдромом первого визита, когда вся информация про Минск или Белоруссию воспринимается с таким же трепетом, и как, не знаю, в Зимбабве, да, и вы приезжаете, и вдруг там, есть ресторан, неужели там есть винная карта? Нам, кстати, следует это использовать, потому что к нам едут люди практически с Пхеньяном в голове. А вдруг там есть улица, да, парная, да, трамвай. И, конечно, это нужно использовать и продавать. Вот, на мой взгляд, самая интересная дискуссия, а можно ли продать вот наше несовершенное вот это городское образование как-нибудь на туристическом рынке, чтобы не только во время европейских игр или хоккейных чемпионатов, а чтобы вообще всю жизнь, и в январе, и, понимаете, и в июле здесь были толпы зевак. Это происходит, а кто-нибудь делает это? Это каким-то образом происходит? Вообще каким-то образом популяризируется хотя бы что-нибудь и как-нибудь? В государстве есть система принятия решений, как в совхозе. И я догадываюсь, что, конечно, кто-то делает, но пока представитель совхоза не ударит по столу, ничего продавать на внешний рынок мы не сможем. Мы не умеем. Говоря о представителе совхоза, я еще помню, что были когда-то времена, в Мингорисполкоме существовала такая комиссия общественного питания, и там собирали рестораторов и давали там... Да, но это все скучно, это прошло, это ужасно было. То есть этого уже ничего нет? Уже ничего нет. То есть вас не собирают, мы гораздо современнее выглядим. Вы самостоятельны? Да, можно сказать, что ситуация изменилась благодаря, кстати, очень многим умным людям, в том числе и чиновникам. Да, достаточно вспомнить вот Министерство по антимонопольной политике и личную заслугу Владимира Колтовича во всем этом прогрессе. Да. Стало лучше, да, не стану грешить и не хочу занимать ту позу, о том все плохо, все плохо. Мы просто не научились этот безвиз продавать. Ну, мне, кстати, понравилась реплика Вадима про Освальда, значит, и прочие, как сказать, бренды не раскрученные, связанные с постсовком, с тоталитаризмом. Там. И на самом деле меня покойный банкир Женя Кравцов как-то говорил, что из минуса гораздо легче сделать плюс, чем из нуля сделать плюс. То есть у нас действительно есть некоторые там не раскрученные бренды. И мы можем отрицательное обаяние очень кинематографично продать, но для этого нужен такая фабрика мозгов, и для этого нужна вот эта пресловутая государственная воля, потому что так уж принимаются у нас решения, не снизу, а сверху. А продать нам есть что, и кое-что нам нечего продать. Например, мы отчетливо понимаем, что у нас нет национальной кухни. Вот ее нет, и просто и все. Да. То есть такого явления, как национальная кухня, нет, и в этом смысле мы выглядим
прискорбно по сравнению с любыми другими туристическими... Я бы хотела уточнить, нет, она, потому что она не представлена, нет... Нет, ее нет. Так Ее получилось, нет что как ее нет. таковой вообще, исторически ее нет. Я понимаю, что я сейчас веса, много на себя беру, когда говорю, что Конечно, нет. Но у нас нет достаточного материала, у нас нет сборника рецептур новой белорусской кухни национальной или новой городской, как хотите называть ее, из которой можно было собрать ресторан. Вадим, а я такой помню, ресторан точно нужен. На моей памяти я Да, помню, да, мы давно этим рассуждали. вы говорили о том, что вы бы хотели это сделать, Ну, вы да, пытались этим заниматься. И что, почему? Мне кажется, у меня есть идея, как это сделать, но это точно не дело каких-то отдельных энтузиастов-одиночек. Я бы это делал следующим образом. Я бы объявлял жирный грант, жирный приз, $500 000 или $1 000 000 для того, кто изобретет настоящий сборник рецептуры, вот такой молоховец современной национальной кухни, куда вошли бы, конечно же, идейно переработанные блюда, которые мы вроде бы помним, то ли они советские, то ли они сельские, то ли они из шляхты вышли, шляхта не подходит нам, процессы технологически изменились, продукты не те, все по-другому. Ее надо выдумать. Я допускаю, что за этот $1 000 000 должны биться как местные повара, так и какие-нибудь французы. Я с вами не соглашусь по той простой причине. Во-первых, у нас в Минске есть несколько ресторанов, которые позиционируют себя... Есть. Все так. Ну, давайте так. Я Мы в Польше выглядим очень бледно по сравнению с Киевом или Вильнюсом. Нам действительно постоянно приходится испытывать стыд, когда мы берем иностранного друга или болельщика, или вообще художника, и ведем куда-нибудь, где он должен поесть национальной еды. И некуда особенно. Вот правда, некуда. Что вы делаете в этой ситуации? Потому что, опять же... Я начинаю известную эту историю рассказывать о том, как мы бедно жили и будем жить. И вот так получилось, что одни войска пришли, вторые вышли, и вроде они что-то оставили. Они же тоже что-то ели там, понимаете? Да, и евреи, и русские, и поляки здесь. Ну, как-то ели. То есть, из чего-то можно собрать. Ну, не собралось, понимаете? Ну, нет сборника рецептур такого. Да и вообще, не надо этого стыдиться. Повторяю, мы опять должны понять, что если у нас 0, то от него иногда легче оттолкнуться. Можно сделать... новую сингапурскую кухню сделали. Сингапурской кухни не было. А вот взяли и сделали. То же самое можно сделать и с белорусской. Но, повторяю, не получается это сделать просто снизу и просто легко. Это скорее всего, большой, серьезный, научный, лабораторный процесс. Это поразительно. Вы живете в этой стране. Мы когда-то с вами спорили, и вы мне говорили о том, как это сложно сделать хорошую итальянскую кухню, как это сложно сделать хорошие там спагетти. Потом вы открыли тайский ресторан, вы сделали тайскую кухню. Вы открывали множество ресторанов с множеством кухни, но находясь в этой стране, работая с этими продуктами, вы до сих пор не создали ресторан. Пусть вот это, пусть назовем это условно новое. Мы сейчас, Марина, рискуем уйти в дискуссии опять вот в кулинарно-ресторанную узкую тему. В действительности это важная вещь. Давайте просто признаем, что у нас нет заглавного национального ресторана, куда безоговорочно любой минчанин мог бы взять за ручку и отвезти своего иностранного... Просто его нету, его не получилось. Да, несмотря на похвальные попытки многих, кто этим занимался. Я могу сразу уточнить, вы пытались это сделать? Нет, я не пытался, но мне хотелось бы, да. Но я прекрасно понимаю уровень задачи. Он не решается просто потому, что вы собираете рецепты у бабушки. Нет. Ее надо пересочинить. Я настаиваю, национальную кухню нужно пересочинить. И, возможно, без всякого стыда поручить это не белорусам. Почему? Иногда издалека виднее. Иногда француз, который идет на рынок, да, и подбирает какие-то наши травки и корешки, и понимает, что у него возникают мысли, которые у нас не возникают. Так бывает. Иногда, понимаете... Британцы лучше пишут о Японии, а японцы лучше пишут, там, не знаю, в Австралии. Так бывает, да? Хорошо, сразу уточню, почему плохи бабушкины рецепты? Извините? Бабушкины рецепты. Они не подходят технологично под 21 век и под стиль жизни городского жителя. Не подходят. Вот. И, кроме того, это скудно все равно. Этого немного. Материал очень небольшой, да. А нам нужно придумать... назовите 10 белорусских соусов. Можете назвать? Не можете. 10 белорусских национальных соусов. Ну, соусы, как таковые, я думаю, что это больше прерогатива какой-нибудь итальянской, французской кухни. А если говорить о блюдах... азиатской. А если говорить о блюдах... Вы понимаете, что мы должны придумать 10 национальных соусов. И, скорее всего, их можно придумать. Вы понимаете, что этим должен заниматься человек, который... вырос в профессии, возможно, с детства, да, имел какую-то другую вкусовую палитру. В общем, смотрите, с национальной кухни, чтобы долго не ходить, ее придется пересочинить. Либо это будет местный гений,
Я пока не наблюдаю такого. То есть это должен быть суперповар, убежденный. И, скорее всего, вдохновение у него не получится найти в шляхте, в Средневековье. И вообще, если потереть хорошенько наше Средневековье, ничего там особенного нету. Да? Как ходили до ветру, так и ходили. Да? Ну, правда. Нет, ну что-то ели. Подождите, при всем прочем, они что-то ели. Ну, ели. Они ели. Ну, посмотрите, что они ели. Это все было долго готовилось днями. На кухне 40 человек рабов и крепостных. Это не подходит для современного города, это не подходит для современного ресторана. Мы, правда, выглядим стыдно. У нас нет национальной еды, как идеи. У нас нет одной книги, которую можно купить на английском языке и увезти с собой. Понятно теперь, из чего белорусы состоят, потому что у них на столе вот это. Да, нету. Ну, это ничего страшного. Мало чего у нас нету. Да. Мы вообще, так получилось в истории. Надо сочинить. А с алкоголем? А с нашим алкоголем? Ну, с алкоголем тяжело, потому что весь мир переходит на вино, а вина у нас, собственно, не будет. Поэтому все, что нужно было бы сделать, нужно было пойти по норвежскому сценарию. Взять и на уровне государства отменить к черту все эти пошлины и барьеры, да, и сделать вино настолько доступным, хорошее вино. Ведь в Норвегии что делают? Они не просто вино закупают оптом, как государственная структура, да, они закупают хорошее вино. А мы помним, что Франция производит самое большое количество в мире хорошего вина и самое большое количество в мире плохого вина. Да, это правда. Вот. Это правда. Поэтому рецепты есть. Но я хотела бы уточнить, говоря, как хоть что-нибудь найти, хоть что-нибудь на наших плодово-ягодных винах. Мне присутствовало быть на дегустационных комиссиях, приходилось быть, и я пробовала там великолепные образцы с точки зрения цвета, с точки зрения вкуса. О названиях мы просто помолчим. «Утренняя роса», «Три товарища», «Закат над Днеманом» и прочее. Да-да-да. Это все но это умилительно. Скажите, умилительно вы сказали, это все возможно. Но все-таки хоть... Понимаете, я к чему веду? Вот европейские игры. Или мы просто хотя бы, их пока нет, но был чемпионат мира. К вам приходят гости, они открывают карту и видят, греческий салат. Видят там карбонару, видят там еще что-то. Говорит, а я хочу что-нибудь еще. Как вы лично выкручиваетесь, как ресторатор? Да, не надо выкручиваться. У меня же не написано в названии ресторана National Cuisine. Да? Ну, этого и нет, и что мне выкручиваться? Они не ждут от меня National Cuisine. Я, в общем, на этой территории не посмотрю. Я хотел бы такой ресторан сделать, но, повторяю, его нужно сделать вот всем коллективным умом, старанием и за большой жирный приз. Вот серьезно. Это будет самый быстро окупаемый грант. Потому что если мы рассчитываем привлечь не 30 тысяч туристов на европейские игры, а так, чтобы 300 тысяч приезжало каждый месяц в Минск, нам не обойтись без идеи национальной еды. И мы выглядим, настаиваю, бледно. Чтобы эта идея случилась, нужен неформальный подход, нужен вообще контринтуитивный шаг. Не снизу она должна вырасти, а француз нам должен придумать. Я не шучу, хотя это многим не понравится. Это должны сделать кто-то другие. Или это должно быть очень соревновательно, чтобы были и наши, и не наши. И повторяю, за $1 миллион мы купим наш сборник рецептур, нашу новую Малаховец там, да. И эти вложения окупятся элементарно быстро. Элементарно быстро. И тогда у нас будет, например, как, знаете, любопытная цифра, я когда вот готовилась к этому интервью, маленький городок Закопане, 27 тысяч человек, вторая столица Польши. На Новый год, в прошлом году, ее посетило 15 миллионов человек. Да. Чума. 15 миллионов. И если пройти по вот этой вот самой там их известной... Почему я не верю? Не верите? Не верю. Вот я за вами буду проверять. 15 миллионов звучит очень мощно для Закопана. Но я думаю о том, что... 1,5 миллиона, может быть, все-таки. Хорошо, но даже 1,5 миллиона и 30 тысяч, да, это в любом случае разные цифры. 1,5 миллиона – это очень круто, уже круто, это правда. Уже круто. Это очень даже 30 тысяч, которые мы ждем сейчас, и 1,5 миллиона, которые там. Но я опять-таки вспоминаю вот эту улицу в Закопанах, и когда ты идешь, и там... Бесконечный праздник. Нет, мы говорим о еде, об уличной еде, вот этом стритфуде, когда вот эти маленькие сыры с клюквенным вареньем и так далее, вот это все то, что там естся, продается и так далее. Все это возможно же сделать и у нас. Смотрите, можно. Я на каждом углу кричал «Откройте ворота». Откройте ворота в каждом интервью последние 5 лет. Везде, в маленьком или большом, на кондовом белорусском телевидении или где-нибудь вообще в печатных медиа. Карфаген будет разрушен, откройте ворота, откройте. Они открыли на 5 дней, потом, на 30. Смотрите, это шаг номер 1, он очень существенный. А вы ощутили его? Он очень существенный. Вы ощутили его?
Нет, пока слабо. Пока слабо. Статистика говорит, что мы сильно не прибавили там то ли 80, то ли 100 тысяч плюс в год. Да? То есть пока это слабо. Но это большой шаг выхода из этого режима осажденной крепости, из этой осадной ментальности. Это очень важно. Вторым шагом должно быть, чтобы мы должны это продать. Мы должны продать эту идею на туристическом рынке. Почему и нужно ехать в Минск, и почему нужно ехать вообще в Беларусь? Это можно сделать. Есть примеры. Но это не сделает государственный орган. Никакое министерство по спорту и туризму это не сделает. Для этого существуют профессионалы, которым придется найти какую-то продаваемую идею. Ее можно найти. Ее, клянусь, можно найти. И продать. Смотрите, сочетание этих двух факторов. Без виз. Плюс все-таки серьезный промоушен нашей вот инаковости, я бы даже сказал, звезданутости, нашей отсталости. Это все можно продать. Вместе с Освальдом, вместе вот несуществующей кухней, все равно это можно продать. На рынке международном, туристическом существует массы, миллионы людей, которые подумывают съездить в Пхеньян, и они уже были где-нибудь в Конго. Или Куба, или Куба какая-нибудь, да? Опять же. Куба, слушайте, с Кубой мы проиграли соревнования. Мы проиграли соревнования вчистую. Куба, поймите, эмоциональная... Может, сериал «Чернобыль» поможет нам, кстати. Да-да-да. «Чернобыль» сериал поможет, точно поможет. Вы вспомните историю, как высокие казахи, включая, по-моему, Елбасы, надулись на американского комика. Помните? Да, совершенно верно. Да. Этот Борат сделал для казахстанской городской экономики больше, чем все, кто когда-нибудь хвалил Елбасы. Я вам клянусь. То есть нам нужно искать такие ходы. Я правильно вас понимаю? То есть акценты, которые делаются сегодня о том, что Минск – это такая же европейская столица, как другие столицы, да? Нет, это не помогает. Это не помогает? Нет, это не То помогает. есть вот эти стандарты того, что мы такие же, как там Париж, такие же, как там и все другие. Ну нет, во-первых, это да. неправда. И любой нормальный человек понимает, что это неправда. Нужно продавать другое, да. Что бы вы продавали? Я бы продавал удивительную атмосферу, застрявшую во времени. Совсем не обязательно играться до конца в этот советский Диснейленд, в этот аттракцион. Но атмосфера у нас действительно другая. И я бы продавал не секс-туризм, по которому все говорят, что это единственное, что здесь можно продать, но никто вслух... Что конечно, вы говорите? Послушайте. Секс-туризм? Секс-туризм, да. Ну, просто, когда на обывательском уровне спрашивают, чего к нам ехать, первый ответ всегда девушки. Секс-туризм. На самом деле это не так. Ну, то есть и об этом тоже мало кто говорит. Мы действительно можем продать романтический туризм. Романтический туризм и секс-туризм – это совсем другие истории. Расскажите. Понимаете, да? Расскажите. Никакого секс-туризма здесь в принципе невозможно. Тут на 14 лет уезжают в тюрьму люди, которые какую-то невинную свингер-вечеринку сделали на 14 лет. Какой секс-туризм? Побойтесь. Да, романтический туризм – это больше про нас. У нас действительно огромное количество граждан иностранных влюбляются. Это им потом дорого стоит, но они влюбляются. Это романтический туризм. А как вы это объясните? Ну, очень просто. Они попадают, понимаете, в какую-то атмосферу... Знаете, почему я задаю этот вопрос? Вы так критичны в отношении наших женщин белорусских. Глупости. Я могу процитировать. Наших барышни, которые, наконец-то, разговоры все те же провинциальные, все так же скучно. Ну, очки стали носить. Ну и что? Ну, в этом же тоже есть какой-то эротизм. Ну, такие они, да. Они не смотрят в глаза, как украинки. Я в Киеве каждую неделю сейчас по работе. Нет? Нет, не смотрят, нет. А как? Глаза долу, да. Ну, они такие же беззастенчивые там, где надо быть беззастенчивым, да, но они не смотрят так в глаза, понимаете, да. Они особенные девушки. Не хорошо, не плохо, но вот они особенные. Уникальные. И в этом обаяние... Ну, темные немножко, да, в этом тоже есть обаяние. И это все привлекает. Вы начали говорить о том, что... Я говорил, да, о том, что искушенный иностранец, попадая в нашу сексуальную ловушку, чувствует, что мы обладаем каким-то очарованием для него. Для нас это не так очевидно, потому что мы здесь живем, да, мы не видим сами этого. Но иностранцы действительно молодеют, они сбрасывают лет 20. И это серьезный рынок. Вы можете привести пример? Во-первых, их хотят, конечно. Вы можете привести пример такой истории? Я знаю, что вы... Да миллион, перестаньте, миллион. Я знаю, что вы такой... Каждый вечер я встречаю пары у себя в ресторанах, каждый вечер я встречаю такие пары. И мы, очевидно, видим по их глазах, потому как они держатся за руки, потому как она нарядилась, что это никакой не секс-туризм. Я 5 лет работал в киноиндустрии российской, и я могу сказать, что многие там всякие продюсеры, режиссеры понаходили в
нашем городе вторых или первых жен, и которые потом перевезли в Москву. То есть, и об этом... А потом они стали издавать кулинарные книги. То есть это романтический туризм? Смотрите, романтический туризм – это первая серьезная идея. Вторая серьезная идея. Мы не очень похожи на глобальную деревню пока еще. Не стоит у нас Макдональдс на каждом углу, хотя, конечно, мы к этому, к сожалению, движемся. Вообще, в принципе, мы могли сделать такую уникальную государственную политику. Опять государство, да, государство нам надо меньше, да, я сейчас опять за роль государства. Тем не менее, мы могли бы задуматься, каким образом не стать никогда похожим на Берлин. Потому что стать похожим на Берлин вроде как все хотят, да. И вроде это хорошо, и это прогрессивно. Но в действительности, возможно, нужно принять контринтуитивное, совершенно несимметричное отказаться решение. От глобальных сетей? Отказаться от глобального фастфуда? Настаивать на том, что мы будем уникальные, только не уникальные, как Пхеньян, я надеюсь, а просто другие немножко. Просто человечные, но другие. Это невероятный магнит для международного туризма. Ну и, конечно, смотрите, у нас в этом уравнении отсутствует очень много, в уравнении привлекательности. Да? Мы все понимаем, например, такую важность, как символ места. Правильно? Символ места. Не просто гений места, не просто там злой гений места, как Освальд, там понимаете, Костюшка. Неважно, не будем брать там ни Сутина, никого. Подождите, вот давайте возьмем символ места. Вы можете назвать символ Минска, который, если вы покажете любому человеку на земле, он скажет: о, я знаю, где это. Я думаю, что это неправильный подход. У каждого, в конце концов, он свой. Смотрите, у нас нет символа. Вы показываете Первый съезд РСДРП. Вы показываете одно желтое такси, вы показываете кусочек желтого такси, и весь мир говорит Манхэттен. Да. Понимаете? Да, вы показываете камешек вообще, окошечко из Колизея, да, и весь мир понимает, где это. Я не говорю, что это легко. Вы показываете луковку собора Василия Блаженного, и все понимают, о чем это, да? Значит, в Минске его нет. Это очень плохо. Мы теряем миллионы долларов от того, что у нас нет ни Эйфелевой башни, ни собора, ни Дуома, ни такси. А что могло бы этим местом стать, этим кусочком, как вы полагаете? Здесь все плохо. У нас с архитектурой неважно. И такого символа нет. Библиотека не подходит, потому что, да, давайте не будем просто даже рассуждать про это вслух. Нет такого символа, правда. Что это? Наш Сталинский проспект, ворота города? Нет, в этом никакой уникальности особенно нет. Архитектура бесчеловечной пропорции, корявые цветовые решения, трусливая, разбогатевшая сельская дихотека, отсюда и агрессия в людях, уродство калечит душу. Да. Ну, вы вот прям с утра умеете, Марина, какой-то поэтики. Для таких текстов нужно выпить, и нужно другое время суток. Так вот, все-таки вернемся. Можно ли продать Минск вот такой вот не стильный, неказистый, без еды, без какого-то... Можно. Я это точно знаю. Я чувствую, как в эту ловушку попадают искушенные туристы. Им нравится. Им нравится в том числе недоразвитость, которую мы стыдимся. Но, конечно, это следует обернуть. Этому следует придать какой-то черты продукта. И продать. И вот вам миллионы, миллионы, миллиарды. Что происходит, когда по безвизу приезжают миллионы людей в Минск? Нам больше ничего не надо делать. Нам нужно поднять руки. Рынок сам все сделает. Иностранцев перестанут пугаться, милиционеры начнут говорить на английском языке, появится миллион новых бизнесов, город заживет наконец-то столичной жизнью. И плюс вы выйдете на улицу и увидите все этническое разнообразие. И это тоже белорусу не помешает увидеть, потому что все ж понимают, какие мы расисты, только скрытые. Я бы хотела уточнить. Вадим, мы с вами разговариваем, знакомы уже очень много лет, и сделали не одно интервью. И я могу сказать, что, к сожалению, вы должны отметить, что ни одной положительного замечания в отношении ресторанной бытовой культуры... Я имею на это право, Марина. Но, помните, как Пушкин сказал, когда отечество начинают ругать с той стороны, тогда я на стороне отечества. Да? Я не пытаюсь записаться в патриоты, но я действительно имею право ненавидеть Минск за его недостатки. Даже ненавидеть? Мне очень тяжело здесь, поэтому я и сублимирую, да, в эти уголки маленького Парижа. Да. Вы знаете, мне кажется, что я когда перечитывала все наши интервью, готовлясь к этому разговору, перечитывая вот это вот все,
Это вот такая вот удивительная вещь, которая, как мне кажется, происходит со всеми нами, поскольку когда мы живем в этой атмосфере целлофанового пакета, как вот вы сказали, как... Это Кузин, вы сказали. Да, это мне Сережа Кузин, как сказал диджей, на сегодняшний день работает в Украине. Вот, и это, мы живем в атмосфере этого пакета, и мне кажется, что это повод для того, чтобы задуматься. Мы все постепенно приобретаем черты некого внутреннего диктатора. Мы тоже становимся маленькими диктаторами. Вы, например, становитесь диктаторами в том, что вы безапелляционно критикуете вот этот город и хотите, чтобы было вот так, как видите только вы. Я критикую, возможно. Я просто сейчас, это просто моя гипотеза. Я просто говорю о том, что все мы, живя в атмосфере вот этого вот диктаторства, все мы, вольно или невольно, мы приобретаем черты тоже. Мы сами в каждой своей среде мы становимся такими. Мы хотим, чтобы было только так, а не иначе. Вы хотите, чтобы ресторанный сервис выглядел только так, а не... Да глупости какие, не надо, нет. Вы не спешите меня обвинять в том, что я всех хочу построить на плацу. Ну, нет, конечно. Просто мне в Минске очень не хватает многого. Ну, не хватает. Я уверен, что не только мне. Ну, конечно же, разнообразие. Конечно же, нужны, понимаете, и Шабаны, и High Shopping Street. Все это нужно вместе. Ну, просто, смотрите, еще одна важная очень мысль. Я не хочу, чтобы мы потеряли в такой дискуссии ее. Мы уже условили, что безвиз хорошо, что европейские игры, несмотря на то, что это все равно хорошо, еще бы пару фестивалей тоже было бы хорошо. Мы условили, что мы не умеем продавать, мы условили, что нам не хватает ни символа, ни на столе, ни архитектурного символа. Сбился с мысли, подождите, что я хотел сказать еще. И третье. И не хватает чего еще? Про романтический туризм мы говорили, про... Сейчас вспомню, ладно. А хотелось бы подумать, а как это можно организовать на деле, это романтический туризм? Создать некие агентства специальные? Да нет, конечно, не надо ничего создавать. Не надо, просто эту картинку нужно эксплуатировать очень тонко и косвенно. Да, совершенно верно. Чтобы это было вот не в ту грань, в сторону секс-туризма. У меня был странный опыт. У меня много всяких странных опытов было. В Минске меня позвали на совещание Министерства спорта и туризма. Присутствовали все важные ведомства, по-моему, 12 аж было. И были национальные авиалинии, аэропорты и так далее. Это в контексте, я прошу прощения, Евроигр? Да, это было еще, мне кажется, до хоккейного чемпионата. Нет, извините, это было сразу после введения 5-дневного безвиза. Потому что была какая-то волна, типа, вот же мы можем. Да. И это была попытка такого мозгового штурма в кабинете министерства. Я знал, что эта идея никогда не пройдет. Я ее озвучил просто, чтобы проверить степень ограничений, да, то есть длину поводка. Я предложил следующую вещь. Мы все помним национальный аэропорт наш и все этих 18 или 20 кабинок паспортного контроля. Да, совершенно верно. Мы понимаем, как они выглядят. Ни хорошо, ни плохо. Лучше, чем в некоторых странах. Хуже, чем в других. Да. Ну, как-то это работает. Но, правда, взгляд почему-то пристальный у нашего паспортного контроля. Они не один раз смотрят на вас, заметили, да? Они смотрят, потом смотрят, когда вы не смотрите, потом смотрят еще раз. Ну, в этом наше все, конечно, да. Мы все равно менты, да. Ничего с этим не поделать. Но представьте на секунду картинку. И я такое предложение, представьте, сделал в министерском кабинете. Вот. Но я настолько бодро говорил, что они не успели меня затоптать там, да, просто разошлись в задумчивости. Помните Crazy Horse кабаре? Да. В Париже? Там девушки одного роста, одних анатомических данных, там чуть ли не с портновским метром их выбирают. Разумеется, они хореографически одарены и натренированы. Представьте, в национальном аэропорту 18 кабин, и там сидят симпатичные девушки. Они, кстати, могут быть не обязательно, понимаете, ростом с манекенщиц, потому что мы их видим, мы видим половину такой девушки. Но русые. Но они сидят в сексапильнейшей форме, не в этой, которой они сидят сейчас, не в этом жутком. Ваше предположение. В какой я могу... Это не хватит времени рассуждать, в какой. Форма это достаточно всегда... бюстгальтера. Форма это всегда... Нет, это должна быть формальная униформа. Но не наша вот эта позорная хаки. Да? Кстати, если внимательно присмотреться к этим девицам, которые там уже сидят на паспортном контроле, то, в общем, да, через раз у вас попадаются нормальные лица, через раз у вас попадаются довольно миловидные, типично белорусские такие красавицы, через раз. Но нет никакой сложности сделать, чтобы это было не через раз, а чтобы они были все одинаковые. Прямо как в Crazy Horse. Ну, допустим, от пояса и до макушки. Хотя бы. Да, вы разбираете все эти стекла, даете мне всю группу этих девушек на 2 дня,
Я тренирую их взгляды, я тренирую их диалоги. И наша страна, еще, понимаешь, не доехав до площади Победы, все это превращается в настоящую туристическую фишку. Все иностранцы начинают щелкать телефонами, потому что такого паспортного контроля, как в парижском кабаре, нет ни в одной стране. А что бы вы сделали, скажите, пожалуйста? Ну, представьте, это вообще 2 дня работы. Ну, как, ну хорошо, какой бы была эта девушка? Ну, просто расскажите, что мы могли представить. Как? Какой бы Она она бы была? по-другому смотрела на вас, она бы по-другому говорила. На ней бы сидела форма другого цвета и другого кроя. Ее бы сделал дизайнер. Возможно, не наш. Но ничего страшного в этом нет. Да? Я бы убрал все эти стекла. Конечно, там все равно тотальное отсутствие стиля в аэропорту. И, разумеется, освещение тоже не подходит. Но они стараются, ну как стараются, как в совхозе стараются. Ну, отмыли все и вот считают, что красиво. Да. Ну, неважно. Ну, представьте, 18 кабин вас встречают после рейса Белавия, и 18 красавиц смотрят вам в глаза. И на них сидит униформа, и эта униформа очень секси. И они улыбаются? Естественно. Вы эту картинку не забудете, не перепутайте ни с какой больше страной. Даже если у вас национальной кухни нет, да, это точно прибавило миллионы туристов. Что вам ответили, когда вы это предложили? Ну, покрутили у виска, что мне ответили. Да. И это очень важный разговор. Скажите, Вадим, когда вас приглашают, вас слушают, во-первых, слушают ли вас? Всегда ли вас слушают? Но меня трудно не слушать, я могу вещать. Да. Но мне бы хотелось сказать, вот за все эти годы вы ведь были в разных кабинетах, да. разговаривали с разными людьми. Можно сказать, что какие-то из ваших предложений и какие были восприняты? Смотрите, механизмы принятия серьезных решений в этом королевстве работают только одним способом. Должен кто-то добраться до главных, понимаете, до кабинетов и сказать: смотри, сколько денег пропускаем, Белазы это здорово, IT молодцы, все эти ваши парки, смотри, сколько денег, быстрых денег, миллионы. Как миллион? Да нет там миллиона. Посмотри на уравнение, есть миллион. А только что делать? Да понятно, что делать. Вот раз, два, три. Есть люди, давай собирай быстро фабрику мыслей. Все, я вспомнил мысль. Спасибо, Марина. Я вспомнил мысль, которую я потерял. Смотрите, для того, чтобы нам этот безвиз продать, и для того, чтобы миллионы сюда приехали, а мы знаем точно, уже убедились, как только миллионы приезжают, мы начинаем жить в другом городе. Все, ментально мы начинаем похоже быть на столицу. Так вот, миллионы пока не приезжают, ладно? Но безвиз уже есть. Для того, чтобы миллионы приехали, не только национальная кухня, не только архитектурный символ, а вообще нам нужно придумать, звучит очень жестко, полицию стиля. Смотрите, Минск и в целом страна, если описать ее 2 словами. Великолепный Жбанков сделал это в виде книги «No Style». У нас нет собственного стиля. Он есть у Литвы, он есть в Украине, он точно есть в России. У нас нет собственного стиля, ну прямо нет его. Мы country of no style. Как и в случае с национальной кухней, это тяжелый мозговой штурм. Нам придется его придумать. Этого стиля нет. И это, кстати, лишает нас огромного количества туристических денег. То есть нужно придумать, опять-таки, объявить грант на $1 миллион, Правильно. собрать... Правильно. Ну, потому что по-другому это медленно и неэффективно. У Артура Клинова книга есть «Город солнца». Вот Да. Это хорошая попытка была, застолбить себе площадку какую-то. Очень, кстати, умная, тонкая попытка. Но мы понимаем, что в 21 веке нужно чуть-чуть больше, да, то есть вот это нужно... И, конечно, «Город солнца» туда пойдет. Это прекрасный кирпичик. Скажите, я хотела уточнить, Вадим, вот еще, буквально недавно, опять-таки, я почитала о том, что вы встречались с молодыми айтишниками. Да. С айтишниками, и вы провели с ними встречи на уровне викторины. То есть вы задавали вопросы, они должны были продолжить. Вы вот все пытаетесь... Там действительно было начало выступления, попытка свериться в координатах. Я хочу просто сказать, да. мы говорим о том поколении, которое вот сейчас уже приходит, которое о чем-то мыслит, у которого что-то в голове. Вы, если правильно вас процитирую, сказали, что я понял, что мне крышка. Они не хотят развлекаться, они не умеют развлекать. Они хотят, чтобы их развлекали, и они хотят прожить 300 лет. Я утрировал, но не сильно утрировал. Мне действительно крышка, потому что я продолжаю эксплуатировать какие-то олдскульные вещи в своих проектах. Прям олдскульные. Они в мире-то отмирают, не то, что здесь. Понимаете, ресторан с накрахмаленными скатертями сейчас не такое распространенное явление в мире.
а я хочу, понимаете, в Минске. Мы про Минск уже все знаем, да. Из чего это мне должно новое поколение верить и идти и привыкать к какому-то другому стилю жизни? Ну, И поэтому, собственно, завершая наш разговор, вот это поколение, с которым встречались, с которым Да. вы разговаривали, ведь это же им жить в этом городе. Они хотят? Чего они хотят? Какой культуры Смотреть бытовой в они хотят? экран они хотят. Да, они, совершенно верно, Женя прав, они не ощущают себя пока, видимо, в силу возраста тоже, и я долгое время не ощущал себя единицей, которая вот здесь живет. Я не ощущал себя. Все, что я хотел сделать, заработать немножко денег и улизнуть, дезертировать на выходные. Я не хотел здесь жить, не хотел соприкасаться ни с чем. Но потом я оглянулся, смотрю, уже 47 лет, я все еще на этих перекрестках. И, разумеется, я начинаю уже обживаться, да, вместо того, чтобы просто дезертировать, я уже здесь остался, да, похоже, что, может быть, даже и навсегда. Да? Меня по-прежнему пугает эта перспектива, но, допустим, даже навсегда. Ну, и поэтому я уже задумываюсь о таких вещах. Чуть шире, чем свой там подъезд, улица, там, я уже думаю, ну, а что бы можно было сделать? Как же, черт побери, подкоп сделать под все это некрасивое? А им рано об этом думать, поймите. Нет, ну вот это поколение, которое выросло за 25 лет при Да. правлении Лукашенко, вот оно выросло. Чего оно хочет? А оно хочет вот этого вот всего нового? Того, о чем мы с вами сейчас говорим. Они Конечно, хотят стиля Они- этого они города, тут они живут. хотят этой кухни. Они не в состоянии, наверное, это еще вербализировать и сформулировать. Вернее, некоторые из них в состоянии, и некоторые из них пишут. То есть у нас достаточно молодых там журналистов, которые сетуют тоже на недостаток утонченности в Минске. Да. Но, конечно, они пока этого не сформулировали. Конечно, они хотят. Они хотят жить... Они сейчас уверены, что если у меня есть айтишная зарплата, смартфон в руке, то как-то я могу здесь выжить. У меня есть Uber, у меня есть офис, у меня есть там какой-то любимый ресторанчик маленький, да, и я могу здесь существовать. Нет, ребята, это до первой встречи, но с каким-то настоящим реальным миром в офлайне. И потом эта встреча вызывает шок. Я думаю, как же так? Как возмутительно. У нас же такой был уютный, утлый мирок. И здесь у нас и Uber, и кредитная карточка, и Амстердам на выходные. А как же так? А вот так. Невозможно офлайн отменить. Да, вот мы живем в этом. Невозможно. Невозможно. Я думаю, завершая уже наш... Завершая наш разговор, я хотел бы задать еще все-таки несколько вопросов с того, с чего мы, собственно, начали. Во-первых, если таки спросит меня приезжий гость, приезжий в наш город, приехавший в наш город, в какое место его сводить или куда ему предложить вообще? Ну, сделать ему домашний ужин, за который не будет стыдно, это раз, да, с национальной едой. Очевидно, что вы должны его сводить куда-нибудь в ночную жизнь, причем в самый трэш, какой-нибудь в самый трэш, просто чтобы он посмотрел. Забийская? Возможно. Есть еще там пару ночных клубов, наверное, в Минске, где вся вот эта вот дрянная московская музыка звучит, да, и под нее отплясывают. До зари или не существует? Я думаю, Ричка это подойдет, да, до зари уже не существует. То есть обязательно нужно туда сводить. Ну, вы же идете в Бруклин, да, когда вы в Нью-Йорке. Ну, а как можно не идти в Бруклин? Вы идете в Бруклин. Вы же не все по музеям современного искусства, понимаете, или в Метрополитен идете. Вы и в Бруклин тоже, на Брайтон-Бич идете, да, просто чтобы посмеяться. Обязательно нужно сводить. Но обязательно нужно сводить куда-нибудь другое место. Сейчас Где движуха будет в городе летом? У вас будет? Смотрите, если вы в пятницу придете в пиано-бар «Пеликан», я не могу поверить, что это делаю в эфире радиостанции, да, но тем не менее, из песни слов не выкинешь. Если вы в пятницу придете в пиано-бар «Пеликан», то вы действительно, как искушенный зритель, и, допустим, ваш приятель из-за границы, увидит совершенно разных людей. Вообще разных людей. Вот все, о чем я писал, мечтая про этот маленький Париж, все будет там, еще и будет кто-то голосить куплеты, да, и эти куплеты не будут похожи на вульгарный караоке. Это будет очень клево в пятницу. Вот приходите, Марина, сегодня. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Мы непременно Вам придем. спасибо. Вадим, спасибо, очень интересно, столько Ну, всяких... давайте подведем итоги. Давайте. Романтический туризм надо создавать. Да. И каким-то Бренды надо... Да, и надо продавать нашу инаковость, и, как сказал Вадим, нашу звезданутость. Да. Вот каким-то образом. И вовсе никак не европейскость. Надо объявлять конкурс на белорусский ресторан и не меньше, чем на $1 миллион. Да? И посадить в аэропорту красивых девушек. Нет, вначале их найти и отдать их на воспитание Вадиму. На 2 дня. На 2 дня, всего лишь. Да. А еще вот это вот стиль полиция, да?
Да, точно, совершенно. Отличная тема. Style Police. Style Police идет по улицам города и смотрит, вывеска какая-то колхозная. Прикладом. Ну-ка быстро, да, фамилия, номер жетона. А кто будет в этой полиции? Вы будете первым? Кто будет там? Нет, белорусы друг другу не доверяют, это отдельная и тоже большая Литовцев тема. позовем. Это точно должны быть не наши люди, потому что вы перестаньте. Ой, слушайте, у меня был еще один вопрос, Вадим, послушайте, вы знаете, две таких рекомендации. Какие бы Да. рекомендации, ну вот это же оживление в городе, какие бы рекомендации по поведению вы дали иностранцу в Минске, памятка, и белорусской девушке? Слушайте, я везде и иностранцу, и белорусу дам рекомендации в чужом месте попытаться понять, как живут местные, и не смотреть на эту страну глазами туриста. Это рекомендации и нам с вами, и туристам, которые сюда приезжают. Это можно сделать при определенной сноровке. И настоящие туристы, не организованные, не те, которые хотят видеть один только отель Марриотт одинакового вида, да, они так и поступают. Поэтому в Минске есть способы, как понять загадочную нашу strange Belarusian soul, да, вот эту, да, они способы есть. И, конечно, опытные туристы знают, как это залезть. Надо идти в люди, надо обязательно знакомиться с местными красотками, обязательно обзаводиться обществом местных собутыльников, смотреть и Шабаны, и Карла Маркса, это обязательно. Романтический туризм. Вадим, огромное спасибо. Что Спасибо, было очень приятно. Да, спасибо. Марина, спасибо. Спасибо большое. Мы закончили.